На телеканале Якутия-24 программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Десятки домов, сады и школы в районе ДСК в Якутске будет застроен новый жилой квартал. В каких масштабах? Тотальный диктант. Стартовали первое мероприятие в Якутске, приуроченное к этой большой акции. Вождение по новым правилам. Столичные автошколы начинают принимать экзамены по-другому. Что изменилось в практической части? Бродячие собаки не дают покоя. В Нерюнгринском районе ведут борьбу с проблемой безнадзорных животных. Сюжет из Чульмана. Весенние тяготы. Жители 17-го квартала в столице обратились в нашу редакцию с просьбой обратить внимание на проблему. 8 команд выявит лучшего. В Якутске стартовал ежегодный чемпионат республики по хоккею. Следователи СК проверяют обстоятельства падения 6-летнего ребенка из окна квартиры в Якутске. Установлено, что по вызову соседей прибыла бригада скорой помощи. Медработники осмотрели мальчика, переломов и иных тяжких телесных повреждений обнаружено не было. Врачи зафиксировали ушиб ягодичной области и с рекомендациями оставили мальчика дома. В ходе процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего, оценят действия либо бездействие лиц, ответственных за защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат, разработанный учеными Федерального центра охраны здоровья животных, получил название «Корневак-Ков». В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех вакцинированных животных в 100% случаев появились антитела к коронавирусу. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок действия специальных соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Срок их действия истекал 1 апреля. Теперь соглашения по сахару продлены еще на 2 месяца, а на подсолнечное масло сразу на полгода. Напомним, договоры, которые Минсельхоз и Минпромторг России заключают с производителями, поставщиками и торговыми сетями, фиксируют цену килограмма сахара не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. Стоимость литра масла не должна превышать 95 и 110 рублей соответственно. Правительство уточнило порядок выплаты пособий по безработице в максимальном размере. Изменения затрагивают интересы отдельных категорий граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка. Они вступают в силу задним числом с 1 января. Таким образом, нововведение регулирует вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается. В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые 3 месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение 3 месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов. В период межсезонья наиболее уязвимыми для простудных заболеваний становятся дети. В отделении воздушно-капельных инфекций детской инфекционной клинической больницы в Якутске маленькие пациенты поступают круглые сутки. Репортаж Катерины Винокуровой. ОРВИ, пневмония, коклюш. Здесь, в детской инфекционной больнице, врачи ежедневно оказывают помощь самым маленьким пациентам. Отделение воздушно-капельных инфекций расположилось на 3-м этаже в 2 отделения. Поступают дети круглосуточно. Есть, конечно, показания для госпитализации. Да, это не все дети, которые заболели ОРЗ. Есть определенные, показания. При поступлении все дети и ухаживающие сдают анализы ПЦР на коронавирус. При отрицательном анализе, они из изоляторных палат переводятся в отделение воздушно-капельных инфекций номер 2. Также при поступлении сдаются анализы
на респираторные вирусы из носоглотки. Да, из всех идентифицированных вирусов в настоящее время на первом месте преобладает это парагрипп, на втором месте это у нас аденовирусная инфекция и РС-инфекция. Ординаторы, педиатры, врачи-инфекционисты берут на себя самые тяжелые случаи. Сюда транспортируются дети из самых отдаленных районов республики. В нашей работе очень важны такие человеческие качества, как доброта, внимательность, чуткость и забота. Все это обеспечивается, конечно, работой наших медсестер и санитарочек, потому что важный момент – это работа с ухаживающими. Так, мы поступили в пятницу с острым бронхитом. Вот у нас температура не спадала целую неделю. Вот врачи здесь очень хорошие, медсестры, санитарки. А так кормят очень хорошо. Приветливые такие, внимательные. Мы очень благодарны. Спасибо им большое. В связи с карантинными мероприятиями нынешнее здание было перепрофилировано в ковидное отделение. Сегодня детская инфекционная клиническая больница вернулась в родные стены. Маленькие пациенты поступают сюда круглосуточно. Родители, они если наблюдаются в поликлинике, ребенок не идет на улучшение, да, не чувствуется эффективности от лечения, да, есть какие-то признаки дыхательной недостаточности, высокая интоксикация, да, фибрильные судороги, да, вот на фоне заболевания ОРЗИ, конечно, они госпитализируются к нам или по направлению участковых докторов, или по скорой медицинской помощи. Сегодня отделение настроено на дальнейшее совершенствование своей работы и доступности специализированной медицинской помощи детям республики. В Якутске стартовали первые мероприятия в рамках акции «Тотальный диктант». Сегодня дали старт фестивалю грамотности. Предстоят вебинары, мастер-классы, лекции и различные семинары. Сюжет нашего корреспондента Петра Васильева. В Якутске проходят первые мероприятия в рамках просветительской акции «Тотальный диктант». Сегодня в ДК Кулаковского дали старт фестивалю грамотности, который пройдет до 4 апреля. Сам фестиваль насыщен различными вебинарами, мастер-классами, лекциями и семинарами. Фестиваль грамотности задуман в рамках того факта, что Якутск стал столицей тотального диктанта. Каждый год, стараясь передавать символ столицы, мы не просто это делаем, да, мы делаем это с некоторой еще просветительской миссией. И в этом году это впервые форма фестиваля. До этого, например, у нас был такой просветительский автопробег. И фестиваль этот нацелен на то, чтобы с максимальной пользой команда экспертов, филологов, писателей тотального диктанта отработала. 30 марта Санкт-Петербург передал статус и символ столицы тотального диктанта Якутску. Торжественная церемония прошла вчера в главном штабе Эрмитажа. Для максимально комфортного написания диктанта организаторы акции подготовили 3 формата. Участник может выбрать любой из них, подходящий именно ему. А именно написать диктант офлайн на площадке, из дома на заранее приобретенном бланке и из дома онлайн на компьютере. В 2021 году по всему миру развернут более 2000 площадок для тотального диктанта. 69 из них будут работать в Якутии. В столице региона для желающих проверить свою грамотность обустроить 23 площадки. Еще одним новшеством, помимо прямых трансляций, станет короткометражный фильм, который выпустят по мотивам текста тотального диктанта. Не забыли организаторы и проставшими уже традиционными встречи с писателями и литераторами. Одним из них станет писатель Андрей Геласимов. Надо посмотреть какие-то орфографические словари, конечно, подтянуть какие-то свои пробелы. Лайфхак очень простой, друзья. Я своих студентов, опять же, в Литинституте за это ругаю. Они присылают мне тексты, и в Варде их подчеркивает красным. Я говорю, вы балбесы, вы можете посмотреть. Просто если красным подчеркивает, задумайтесь, наверное, там ошибка. Сам диктант пройдет 10 апреля. На главной площадке в столичном ДК Кулаковского свой текст прочитает писатель-фантаст, автор книг «Метро-2033» и «Метро-2034» Дмитрий Глуховский. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Прием заявлений на зачисление в первые классы в школы Якутска начинается завтра. Запись производится самостоятельно через портал образовательных услуг республики. Если у родителей нет возможности подать заявление через сайт, они могут подойти в школу с перечнем документов для приема.
Заявления принимают до 30 июня от граждан, живущих на закрепленной за школой территории, а с 6 июня по 5 сентября проводится прием заявлений от непроживающих на закрепленной территории при наличии свободных мест. Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября, запись в первые классы в школах начнется с 1 апреля и закончится 30 июня. И в этот промежуток времени заявление подают родители, то по месту регистрации. И первоочередной категория – это когда взрослые, братья и сестры учатся в той же школе. И это же относится к детям военнослужащих и работников полиции. В Мирнинском районе активно ведется подготовка к летней детской оздоровительной кампании. Один из старейших и крупных детских лагерей Якутии «Орленок» уже готов к летнему сезону. В этом году решено организовать работу в 4 смены. А количество дней сократить до 14. В отрядах будет по 15 человек. Отдыхать в лагере будут дети со всего Мирнинского района, а также из Верхневилюйска. В качестве вожатых будут работать студенты и выпускники из педагогического вуза Новосибирска. Мы планируем в этом году открыть 18 лагерей с дневным пребыванием, с общим охватом 2100 детей в 3 сезона и 9 лагерей труда и отдыха с общим охватом за 3 сезона 510 детей. Прием детей в летнее оздоровительное учреждение будет осуществляться на основании медицинского заключения и также со справкой об отсутствии контакта в течение 21 дня с инфекционными больными. Также есть такое требование, как проведение большую часть мероприятий на свежем воздухе. И летние лагеря сейчас пишут свои программы с учетом данного требования. Хабаровск стал доступнее. Сегодня с ЖД-станции Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе отправляется плацкартный вагон без пересадок до Хабаровска. Репортаж Артура Старостина. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» для удобства пассажиров с декабря прошлого года поменял расписание. Ранее поезд прибывал в станцию Нижний Бестях в 5 утра, а отправлялся в 10 утра. А ныне не нужно никуда торопиться. По новому расписанию поезд прибывает к обеду и отправляется в 19:30 по местному времени и курсирует ежедневно. Отправиться в небольшое путешествие стало еще проще, так как с сегодняшнего дня со станции Нижний Бестях отправляется плацкартный вагон без пересадочного сообщения до Хабаровска. Будет значительно дешевле стоить по сравнению с купейным вагоном. Билеты 3907 рублей. Плацкартный вагон, по занимаемости мест получается, много посадочных мест, 52. Оснащенность побольше людей можно перевести. На посадку придет к нам 13 человек, пассажиры. Теперь он будет курсировать на постоянной основе наряду с купейным вагоном с равномерным чередованием в течение месяца. Периодичность курсирования беспересадочных вагонов по данному маршруту увеличится до 9-10 раз в месяц. Человеку просто легче без пересадки ехать. А то где-то пересадка, там, сковородки или где там пересадка будет, он сидеть будет часов 8 ждать. А тут нормально, идет, просто туда идет. Время в пути транзита составит более 2 суток, а точнее 2 суток, 10 часов и 22 минуты. Пассажиропоток к прибытию и отправлению железнодорожным сообщением со временем увеличивается. Например, сегодняшним рейсом отправляется более 80 пассажиров. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район. Столичные автошколы уже с этой недели начинают принимать экзамены по вождению по новым правилам. Какие нововведения появились в практической части? Репортаж Дмитрия Тымырова. Сдавать практическую часть экзамена по вождению станет сложнее. Об этом говорят инструктора столичных автошкол. Я бы не сказал, что это хорошо и плохо, но для сдающих это будет сложно, чем в прошлом. Раньше были маршруты, по ним можно было, 3 маршрута, по ним можно было проехаться и выучить, наизусть можно было.
Теперь же таких маршрутов больше не будет. Будущим водителям придется адаптироваться в условиях реальной поездки по городу во время экзамена. Внесены изменения в некоторые схемы упражнений. Проверяемые навыки, которые мы ранее проверяли на закрытых площадках, адаптированы для их проведения в условиях реального дорожного движения. Также переработана система оценки навыков умений по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. Разделены ошибки на 4 группы с учетом степени их влияния на безопасность дорожного движения. Получается, что традиционные площадки и город объединяются в один экзамен. У инспектора изменяется экзаменационный лист. Там, получается, будет он двухсторонний. На одной стороне будут ошибки, которые выполнил кандидат в водители, и почему он не сдал, если он не сдал. И идет перечень, с другой стороны, идет перечень элементов, которые он должен выполнить. После выполнения инспектор ставит галочку, подтверждает выполнение, и все. Соответственно, он сдает экзамен. Время сдачи экзамена по вождению не изменилось. Например, 30 минут все так же отводится для сдачи экзамена в категории Б, С и Д. Но это время, по словам инструкторов автошколы, может увеличиться, если не все упражнения, элементы не будут выполнены во время сдачи экзамена. Все элементы, которые есть в экзаменационном листке, кандидат водителя должен выполнить. Если он не укладывается в 30 минут, если какие-то элементы не были выполнены в течение этих 30 минут, допускается продление времени экзамена. Не приведет ли это к коллапсу, когда в ожидании одного курсанта будет потрачено драгоценное время других? Ведь и раньше за один день не всем удавалось сдавать практическую часть, а сейчас еще и 2 экзамена объединили в одно. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Подготовку к застройке нового жилого квартала начали в районе ДСК в Якутске. В новом квартале будет построен современный жилой комплекс, состоящий из 66 жилых домов разной этажности. По проекту в нем будут проживать около 11 тысяч человек, сообщили в Минстрое. Также там планируют строительство 2 детских садов, 2 школ, поликлиники, крытого катка со спортивным залом. Кроме того, на территории микрорайона будет построена пожарная часть. В ходе реализации первого этапа застройщик до 2022 года возведет 7 многоквартирных домов. В данное время производится демонтаж заброшенных помещений, ранее принадлежавших расформированной воинской части. С 1 июля на территории Якутии изменятся тарифы на вывоз мусора. Об этом было заявлено на совместном заседании коллегии и Общественного совета Госкомцен Республики. В Якутске тарифы вырастут на 4%. Это связали с пересмотром транспортных расходов. Наибольший рост на обращение с твердыми коммунальными отходами ТКО произойдет в Аллайховском районе на 28%, где учтены расходы на мусоросжигающую станцию. В то же время в Сунтарском, Нюрбинском и Вилюйском районах тарифы упадут от 9 до 12%. Это связано с исключением производственных расходов. Не успел растаять снег, а жители 17-го квартала столицы по традиции начали чувствовать в кавычках все прелести весны. Половодье их еще не успело затопить, зато канализационные воды превратили прилегающую к дому территорию в один большой каток. Наш корреспондент Ульяна Шагина пообщалась с жильцами, которые обратились в нашу редакцию с криком о помощи. Канализационная труба под домом этого дома по улице Семена Данилова 3/1 течет, не переставая вот уже 3-ю неделю. Жильцы боятся, что через пару дней к дому подойти будет уже невозможно. Обращались в управляющую компанию, но реакции никакой. Главная проблема у нас канализация. Она забилась и вытекает через ревизии. Она вытекает через ревизии 3-й квартиры, получается. Заливая все под домом, и в настоящее время уже выливается наружу. О страданиях жильцов 3-й квартиры этого дома мы рассказывали еще зимой. И тогда проблема была в злосчастной канализации. Правда, под собственным напором ее содержимое вытекло не на улицу, а прямо в квартиры жильцов. Полный туалет, ванна, как я показывала, все это. Как бы здесь вот прихожая, все вот это вот фекалии тоже в прихожей. Проблему создает и вонь от канализации. Причем запах стоит не только в подъезде, но и внутри квартир. Пенсионер Александр Сергеевич без труда достает до канализации под домом. Доступ прямо в его квартире и вонь от нее соответствующая. Течет, да? Да. Запах страшный. Дышать нечем. Постоянно открываем балконную дверь, потому что иначе невозможно.
Дом признали аварийным в 2018 году. В акте после осмотра специальной комиссии черной по белому написано: помещение непригодно для проживания. Причем дом не попал под второй этап программы переселения, а это значит, снесут его не ранее 2025 года. Там диспетчер сидит, такая дама, ей звонишь, а она: вы не умеете обращаться с канализацией. Ну это что такое? За 3 недели абсолютно сухая территория дома превратилась уже в каток. Люди жалуются на управляющую компанию, обслуживающую дом. Это УК «Юнион». На заявки жильцов она никак не реагирует. Такая же проблема и в соседнем доме. Здесь канализационная вода уже подступила к подъезду. Запах от него нестерпимый. Та же управляющая компания «Юнион» устранить проблему не торопится, а жильцы в буквальном смысле задыхаются. Затопила канализация, жаловались, писали, и в мэрию даже писали, чтобы устранили это все. Но там был лед, они ничего не смогли сделать. Как сейчас весна наступила, растаяла, все воняет, все идет по квартирам, так никто ничего не делает. Уже писали, а до сих пор никто ничего не делает. Каждый год у жителей 17-го квартала одна и та же общая проблема. В ужасных условиях живут несколько тысяч горожан. Те, кто могут арендовать другое жилье, давно уже сбежали и ждут долгожданного расселения. Но есть и те, кому придется еще как минимум 5 лет жить со всем этим. Еще раз напомним, что под второй этап переселения, рассчитанный с 2019 по 2025 годы, попали те, кто признал свой дом аварийным до 2017 года. Остальным же придется ждать, если дом не рухнет. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. В Нерюнгринском районе не теряет актуальности проблема безнадзорных животных. Наш корреспондент Ирина Кичигина побывала в поселке Чульман. Первые, кому предъявляются жалобы о том, что во дворах и на улицах города и поселков бродят стаи безнадзорных собак, это главам администрации. В свою очередь, представители власти усиленно ищут возможности решения этого острого вопроса. Но пока все сходятся в одном, что необходим пункт передержки и содержания бездомных собак. Да, мы понимаем, что нужен сегодня приют. Приют или пункт содержания в каждом населенном пункте не нужен, мы его не вытянем. Нужен единый, особенно учитывая транспортную схему Нерюнгринского района. И мы, главы, это считаем, что нам нужно объединиться, нам нужно построить один-единственный пункт, приют для содержания собак на территории района, куда мы все свозим этих животных. Сами жители района условно разделились на два лагеря. Это те, кто всеми силами защищает права четвероногих, и те, кто настроен на радикальные меры. Жители Чульмана не исключение. Так, перед Новым годом в поселке был случай, когда на ребенка напало животное, и отчаявшийся родитель совершил самосуд. Отец отстрелил это животное. Бдительный гражданин увидел, написал заявление. Сегодня гражданин осужден на 2,5 года условно. О случаях нападения животных периодически слышно и в соцсетях. Но есть и те, кто понимает и опасность, и в то же время жалеет бездомных собак. А вот дети маленькие бегают, а их маленьких жалко, и они все потаскают детки маленькие их днем, а к вечеру бросают, а они вырастают, и опять уже 3-й год живем, и они размножаются. Большие собаки бегают, они уже дворовыми не назовешь, у них свой клан. Бродячими часто становятся потерявшиеся животные и те, кого бросили хозяева. И этот вопрос уже решается на законодательном уровне. В Госдуму уже внесен законопроект об обязательной регистрации и учету домашних животных. Обязательная регистрация позволит возвращать безнадзорных животных, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца. И тогда мы надеемся, что проблем с безнадзорными животными станет значительно меньше. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Национальной библиотеке Республики прошла презентация научно-художественного издания под названием «Театральные постановки народов Якутии». Это свод сюжетов национальных опер и балетных спектаклей, которые ставились в разное время на сцене якутских театров. Сама идея создания книги возникла еще в 2000 году. В сборник вошли все постановки на сцене Якутского музыкального театра с 1947 года и Государственного ансамбля танца Якутии с 1980 года. В целом в издание вошли 18 опер, 19 балетов, 27 этнобалетов и хореографических спектаклей. Работу мы вели с 2014 года.
Я очень благодарна своим коллегам. В книге, значит, мы постарались внести не только сюжеты, но и первых постановщиков по первым премьерам спектаклей. Это дирижеры, режиссеры, художники, балетмейстеры, хореографы, концертмейстеры, пианисты, которые с самого начала работы оперы и балета ведут самую черновую работу. Стартовал ежегодный чемпионат республики по хоккею. Участие принимают 8 команд из разных районов. Это Ниренгринский, Мирный, Ленский, Алданский, Намский, Усть-Алданский, Мегнахангаласский и Хангаласский районы. Сегодня прошла игра между командами из Мирнинского района и Намского Улуса. Чемпионат завершится 4 апреля. Прямую трансляцию решающих матчей смотрите в эти выходные на каналах Якутия-24 и Мамонт. Полуфинальные игры пройдут в субботу в 14:30 и 19:30. Финальные игры пройдут в воскресенье, также трансляции на наших каналах. Команда наша играет уже 5-й год, а Мирнинская команда уже из советских времен. Ну ничего, сельский хоккей поднялся за эти 4 года. В нашей команде есть более тоже хорошие игроки. Ну, дальше будем работать, тренироваться. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.